Перавесці дыягностыку онказахворванняў на якасны і колькасна новы ўзровень для пінскага міжраённага анкалагічнага дыспансэра стала магчымым з набыццём сучаснага камп'ютарнага тамографа, аднаго з 7 цэнтралізавана набытых Міністэрствам аховы здароўя Беларусі. Кошт абсталявання каля 900 тысяч рублёў. Эта работа будет продолжена, и в рамках выполнения программы социально-экономического развития запланирована также поставка определенного количества аналогичного оборудования в наши учреждения здравоохранения, поэтому нашим строителям и проектантам придется серьезно поработать. Установки компьютерного томографа диспансер, на уліку якога сёння больш за 11 тысяч хворых з Пінскай і суседніх 4 раёнаў вобласці чакаў з сакавіка мінулага года. Увесь гэты час даследаванні пацыентаў не спыняліся, але былі істотна замароджаны. Пользовались услугами УЗ Пинская центральная больница компьютерного томографа. Получается, была двойная нагрузка на один? Конечно. Двойная нагрузка – это увеличение сроков ожидания исследования. Сейчас надеемся с вводом нового компьютерного томографа сократить сроки ожидания. Не толькі скараціць час чакання, але і ў кароткі тэрмін ліквідаваць чаргу накіраваных на томаграфію пацыентаў. Высокадакладная установка не толькі вырашыць праблему колькасці, але і якасць даследавання павысіць у разы. У него очень много новых функций, которых не было на предыдущем нашем аппарате. Это 80-срезовый аппарат. Соответственно, картинка намного лучше, чем на предыдущем аппарате. Есть уникальная система в данном аппарате, которая позволяет практически онлайн за счет высокой скорости передачи изображения доктору практически онлайн можно интерпретировать полученные данные при проведении исследований. То есть лаборант, еще пациент может не уйти из кабинета, а у врача, рентгенолога на рабочем месте уже есть картинка. Новый томограф дазволіць і прамянёвую нагрузку на пацыента знізіць. Але нават не гэта сёння галоўнае. Ва ўмовах эпідэміі каронавірусу камп'ютарны томограф дасць магчымасць хворым на пнеўманію з подозрением на ковид хутка и якостно пройти диагностику. Эпидемиологическая ситуация сейчас сложилась так, что все движения здравоохранения направлены на оказание помощи пациентам с пневмониями. И тот томограф, который у нас расположен в центральной больнице, сейчас в усиленном режиме используется именно для этих целей. Введение этого томографа оно позволит разграничить потоки плановых пациентов и делать диагностические исследования именно тем пациентам, которые не задействованы сейчас в инфицировании данным пневмониями и так далее. По словах Ігора Кіктенка, утворенные потоки будут строго поделены. Зараз распрацоўваецца план прыёму пациентов с пневмониями и без іх, які будзе карэктавацца ў залежнасці ад развіцця ситуации ў горадзе. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».